Расулджан Тахирджанович, у вас есть вопрос? Вопросов нету. Самат Хаштобекович, у вас есть вопрос? Да, есть вопрос. Пожалуйста. Тимур Султанович, скажите, адвокатура есть учебный центр, да? Учебный центр адвокатов. Да. А учебный центр есть необходимые условия для функционирования или развития государственного языка? На сегодняшний день, насколько мне известно, все учебно-методические материалы, они были составлены еще в 2017 году, и все они на официальном языке. Потому что на сайте адвокатуры вся информация на русском языке, да? Ну, я вам Вот говорю, даже вот устав адвокатуры Кыргызской Республики вот, утвержден решением 3-го очередного съезда адвокатов адвокатуры от 27 января 2024 года. Кодекс профессиональной этики адвокатов. Все на русском языке. уважаемые А на государственном языке уважаемый представитель ответчика, все локальные документы, регулирующие порядок работы адвокатуры Кыргызской Республики, они были изначально, да, составлены, приняты на официальном языке, но на сегодняшний день я могу это с полной ответственностью сказать, что мы передали данные документы в Национальную комиссию, потому что они осуществляют перевод для перевода на государственный язык, и после получения данного перевода мы опубликуем его на сайте. Самат Хаштобекович, по существу вопроса, который Можно ответ? является предметом нашего рассмотрения. А как вы знаете, что в наших регионах дело производства адвокатов большинство случаев ведется на государственном языке, да? А не будет ли им ограничений? Я не вижу никакого ограничения, уважаемый представитель ответчика, потому что, как я уже в своем выступлении сказал, во всех процессуальных кодексах написано, что осуществляется судопроизводство на государственном и официальных языках. Или. Прошу вопрос на это, спасибо. Все, вопросы. Уважаемые коллеги, есть вопросы? Представители адвокатуры? Нет. Есть вопросы? Давайте. Тимур Султанович, вот в вашем выступлении тоже, момент такой тоже. Вот, представитель Министерства юстиции сказал, что когда назначается адвокат по линии гарантированной государственной юридической помощи, да, адвокат не может отказаться, он должен быть обязательно вот предоставить эту юридическую помощь человеку, который в этом нуждается. И в этом смысле, если адвокат не владеет государственным языком, а клиент в данном случае является человек, который говорит только на государственном языке, на ваш взгляд, квалифицированную помощь может он оказать или нет? Я считаю, что это может быть барьером в понимании своих прав со стороны получателя помощи. Но и думаю, что данные вопросы на сегодняшний день решаются соответствующим образом, как это объяснил обращающая сторона. То есть Он, в данном как бы, случае... возможно проведение замены, потому что лицо, которое получает помощь, он имеет право на выбранного самим защитника. И он может как бы отказаться от услуг данного адвоката и попросить следователя, либо иное процессуальное лицо предоставить ему адвоката, который бы владелец был на том языке, и чтобы То есть изъясняться. это решается заменой, как вы хотите Да, сказать, я думаю, что это как бы вопрос нет. В процессуальной части это выносится решение. У меня к вам вопрос. Нету больше вопросов, коллеги? Нет? Как вы услышали на данном заседании и выступление представителя Национальной комиссии, что вообще, что тут целый как бы комплекс мероприятий, который рассчитан, во-первых, концепция реализации данного закона, который рассматривается. Далее целый комплекс мероприятий, который рассчитан на довольно длительное время, который предполагает, да, начиная от процесса подготовки специалистов юридической профессии, ну и заканчивая тем, что процесс обучения государственному языку, уровни как бы знаний, то есть требования по уровням, то есть как мы поняли, что первоначальные требования не будут, то как бы каких-то очень высоких требований касаться знания государственного языка. Вообще адвокатура в данном случае против вообще всех этих процессов или как? Вот чтобы быть откровенным и чтобы понять вообще позицию вашей организации. Я хочу сказать то, что
наша позиция исключительно с точки зрения права, которая относится к предмету сегодняшнего обращения, рассматриваемого вами. Мы Ну, в этом никоим образом случае... не противимся Да. по продвижению, мы за. Я сам тоже являюсь выходцем из кыргызскоязычной семьи, владею свободно кыргызским языком, учился также в кыргызской школе. И я за развитие, но должен быть комплексный подход. Я хочу отметить, уважаемый суд, когда представитель Национальной комиссии по делам государственного языка выступал и говорил о том, что ну, у нас комплексный подход, это сразу не приходит, то есть это поэтапно, я бы принял бы во внимание данные доводы в случае, если бы в 32-й статье они бы написали бы, то есть, ну, что вводится, то есть будет введено в силу, там, я не знаю, там, с момента опубликования через 5 лет или когда. То есть когда должна быть поэтапная подготовка ко всему. А потом уже, то есть я считаю, что требовать надо тогда, когда уже человек готов. Вы хорошо изучали этот закон о государственном языке? Я Вообще, изучил. или только ту норму, которая является предметом сегодняшнего рассмотрения? Я, так скажем, с уклоном изучал на ту норму, которая сегодняшняя является предметом спора. То есть я подошел к этому Вы не вопросу заметили о том, что как раз-таки закон и содержит как бы об этих этапах введения? Что это, разумеется, что эти все нормы, которые нужно рассматривать в такой системной связи, в совокупности, эти нормы. Я с вами согласен, уважаемый председательствующий, но если мы исходим с точки зрения права, то конституционный закон принят, данные положения имеются, он должен быть имплементирован. Он Ясно. должен быть имплементирован, Ага. поэтому я думаю, что это вопрос быстрого времени. Ясно. Ваша позиция понятна, присаживайтесь.